Когда вы повзрослеете? Да, мы готовы, но если старшие займут место справа. А если я скажу, что 14-й год вас сделал крымскими татарами? Вот это, наверное, одно из сюжетообразующих событий. Если посмотреть на народ, мы всегда в какой-то оппозиции. Иногда даже в оппозиции к самим себе. В первую очередь, наверное, нужно задаться вопросом, кому мы нужны вообще. В некотором смысле очень хорошо, что окружающий мир не так уж благосклонен к нам. Мы должны сейчас создавать свои новые победы. Мы не боимся экспериментировать. Что мешает? Скромность, страх. Мы не даем друг другу права на успех. Селям алейкум, это проект Миркес, и мы сегодня говорим на тему «Отцы и дети. Конфликт или диалог». И разговор наш начинаем сегодня с поколения молодых, с поколения нового поколения, а следующий наш разговор состоится уже со старшим поколением, и мы попробуем сравнить, есть ли у нас поколенческий разрыв, либо у нас его не наблюдается. Ну и начать наш разговор я хочу с вопроса в лоб, что называется «Когда вы повзрослеете?» Кто ответит на этот вопрос? Могу я. Я считаю, что современная молодежь, наша крымско-татарская, вполне осознанная и взрослая часть нашего общества, потому что, возможно, это в силу того, что из-за нашего культа образования, из-за того, что после возвращения у нас была такая вот идея фикс, отправить детей учиться. В любом случае родители из кожи вон лезли, потому что, ну, это понятно почему, из-за наших таких реалий. И теперь большая часть нашей молодежи, она образована. Она образована, она осознанна, и сейчас то, что делается в интернете ради нас, всякие образовательные ролики и тому подобное, это все, конечно же, влияет на самосознание себя как нации, и наша молодежь, я считаю, это очень достойная часть нашего крымско-татарского общества. Получив образование, вы резко повзрослели? Да. Не могу с вами согласиться. Попробуйте оппонировать. По-моему, образование и знание — это еще не взрослость и зрелость. Мы можем многое как бы иметь в виду где-то в голове, осознавать какие-то факты, но глубокое понимание, оно приходит с какими-то ситуациями, сложностями, приключениями. Опытом. В итоге, да, мы становимся зрелыми гораздо позже, чем порой хотелось бы, а порой кто-то и до старости остается ребенком. И порой это неплохо. Юность и свежесть ума, и готовность бросить все, начать заниматься чем-то другим, это тоже очень здорово. Это подвижность ума, что необходимо в наше время. Ну, мне кажется, вот как раз эта черта, бросить все и начать что-то новое, это черта вашего поколения. Да. Она, по-моему, отличает вас. Тимурбей, я, пожалуй, и соглашусь, и не соглашусь с предыдущими спикерами, потому что, на мой взгляд, да, действительно, получив образование, мы не становимся взрослыми. Но учитывая то, что наше поколение — это, по сути, то поколение, которое родилось, либо начало расти в первые годы после возвращения в Крым, то испытания мы действительно уже многие прошли, хотя бы потому, что мы как минимум видели, как строятся эти дома, как не хватает денег даже на минимальную еду, как испытания проходили вы или ваши родители? Мы были наши свидетелями. родители, но в то же время какую-то вот нехватку чего-то, вот, и в том числе и в материальном плане, мы тоже испытывали. Поколение ограничений? В какой-то степени, да. Интересно. Надырбей, что вы думаете? Вы уже взрослые. Сомневаюсь по поводу того, что это поколение ограничений. Ну, возможно. Но смотря кто об этом говорит, когда вы повзрослеете. Ну, я здесь сейчас динозавр, поэтому давайте почти вымершие. В том смысле, что для родителей я подозреваю, что мы всегда останемся какими-то чуть-чуть безответственными, чуть-чуть там, я не знаю, не до конца взрослыми, да. То есть учитывать их опыт, естественно, это так и есть. Ну, наверное, вот так.
Угу. Образование дает право считать, что вы повзрослели? Нет, ни в коем случае. Ни в коем В случае. том смысле, что дает вам больше возможностей реализовать себя, да. Выбрать, во-первых, первое образование, то, что мы получаем там в университете, да, первое образование. Мне нравится акцент, извините, первое образование. То есть где-то мы уже подразумеваем, что может быть другое. Смотрите, да, сейчас все идет к тому, что ты должен быть там универсальной, да, личностью. Одно образование это уже как-то, я не знаю, как-то скучно, что ли. Вот. А что касается первого образования, оно дает тебе только понять, чего ты действительно хочешь. Вот. Ну и коммуницировать как-то с обществом. Диляра Ханум, если мы будем говорить об отличительных чертах вашего поколения, 3 вот такой топчик этих черт. Что отличает вас от предыдущего поколения? Наверное, универсальность в плане... Мы не боимся экспериментировать. Вот как сказал Ильмаз Ханым, мы не боимся бросить одно, начать новое и искать себя по ходу своей жизни. То есть если раньше это было, ты выбрал свою профессию и идешь по накатанной до расцвета, до заката. А сейчас lifelong education, вот это наше все soft skills, которые нынче очень востребованы везде. Вот это вот наша универсальность, готовность бросить вызов самому себе и окружающим, что немаловажно. И я считаю, 3-я особенность нашего поколения — это большая жажда знаний именно в сторону народа. То есть мы хотим знать, кто мы есть. Мы хотим знать свою историю. Ну, это только с теми, с кем я сталкивалась. Вот. Это рациональная потребность или врожденная? Да, вот, или врожденная? Что вот, да, вы очень правильно подметили. Если раньше у нас было «ты должен быть патриотичным», и это как-то воспринималось вот как в порядке должности, я рождаюсь с этим, я крымский татарин, и я должен это знать, я должен уважать свой народ. Сейчас наше поколение, оно задает вопрос «почему?», «а как?». То есть нам это все должно пройти через осознанность. Мы должны понять, кто мы есть, откуда мы пришли и что у нас сейчас есть на руках. Непростые вопросы ставите сами себе. Ильмаз Ханум, мы тут немножко поговорили о прошлом, да, задели. Как бы вы оценили крымско-татарское прошлое? Как оно видится глазами вашего поколения? Прошлое полное трагичных событий и в то же время расцвета и взлета. Но у нашего народа есть такая тенденция идеализировать прошлое, ставить его во главе угла. И очень часто мы можем говорить о предках, считая их какими-то идеальными, о своих победах, как о вечных победах, как будто бы вот они навсегда, и вот мы должны ими только гордиться и о них говорить. Хотя на самом деле мы должны сейчас создавать свои новые победы, достигать этих высот. И должны понимать, что наши предки были такими же людьми, как и мы. В чем-то, конечно, они были лучше. Возможно, например, ближе к религии, но при этом не отходящие от канонов, возможно. Я не могу этого точно сказать, мы можем только предполагать. В чем-то мы осознаннее подходим именно к пониманию своей национальности, своих каких-то культурных особенностей, потому что у нас уже идет такой акцент исследовательский. Если раньше это было то, что передавалось от родителей к детям, это то, что вот, часть нашей жизни была, то сейчас у нас есть возможность обращаться к научным исследованиям и смотреть не только там, что было в нашем селе, да, допустим, откуда мы родом, но еще, что вообще по Крыму происходило, и разницу. Мы можем это все сравнивать, этим играть и наслаждаться, вкушать эту красоту и прелесть нашего народа. Хотела отметить насчет патриотичности, если можно, вот осознанно, неосознанно. Я думаю, что и в те времена, вот наоборот, мне кажется, общее с прошлым и в те времена, и в нынешние, патриотичность состоит из 2 частей. То, что обязаловка, которую нам вдалбливают родители, и это делают правильно, потому что мы сами пока еще не можем выбирать, например, в младенчестве, там, в каком-то раннем возрасте, да. Мы не можем выбирать этих моментов, и нам вдалбливают, и мы с молодых ногтей слышим гимн, национальные песни и так далее. А потом патриотичность уже начинается с того, что мы осознаем свою любовь и продолжаем ее
как вот в саду взращивать. Часть интеллектуального поиска. Возможно, или поиска самого себя. Вот оно отличие. Наш разговор сегодня меня поражает. Я прям готова конспектировать ваши рефлексии. Тимур Бей, главное сюжетообразующее событие вашего поколения. С прошлым поколением понятно, а с вашим как? Наверное... Блин, это трудно. А мы не задаем простых вопросов. Мы не ищем легких путей. Потому что вот какое-то одно я, наверное, выбрать не могу. Их может быть несколько? Окей, давайте. Если несколько, то, наверное, это, во-первых, возвращение в Крым. Главное сюжетообразующее. То есть становление нас уже в Крыму, как людей, получение образования уже в Крыму. Как личности. Да, становление как личности. Спасибо большое. А во-вторых, наверное, вот таким вот сюжетообразующим является, наверное, 2014 год в том числе, потому что это поменяло в какой-то степени жизнь народа, это поменяло жизнь всего Крыма, по сути. Что изменилось в настройках после 14-го для вас? Для меня лично? Или для... Ну, мы говорим не столько... А когда я говорю о вас, я имею в виду ваше поколение. Давайте сразу договоримся на берегу. Ну, во-первых, мы, в принципе, были какими-то некомпромиссными, До 14-го или после? И до 14-го тоже. Ну, то есть, по сути, если посмотреть на народ, мы всегда в какой-то оппозиции. Иногда даже в оппозиции к самим себе, что порой очень удивляет. Да. И, наверное, после 14-го мы стали еще более бескомпромиссными, не готовы к чему-то. Но в то же время... Это с минусом или с плюсом? А это можно по-разному воспринимать. То есть, смотря какую ситуацию брать. Это может быть как минусом, так и плюсом. И, как плюс, это... Я не знаю. Сложно. Честно, это очень сложный вопрос. Но действительно, 2014 год поменял многое в настройках. Я думаю, что и у старшего поколения точно так же. И у молодежи тем более. У кого-то поменяло, а у кого-то, скажем так, реанимировало какие-то старый набор чувств, возможно. Да? Нет? В какой-то степени, да. То есть опасения каких-то, какой-то депортации или еще чего-то тогда было. Но действительно многие почему-то опасались. И это старые раны, которые, сами понимаем. Долго. Да. Залечиваются долго. Надир Бей, раз уж мы заговорили о старых ранах, какие страхи у вашего поколения? Они отличаются от страхов старшего поколения? Чего боятся молодые, чего опасаются? Чего хотят и чего избегают? Инициативу, наверное. Избегают? Не берут на себя? Смотрите, исходя из сравнения со старшим поколением, я понимаю, что у старшего поколения не было выбора не проявлять инициативу. То есть нужно было переезжать в Крым. И это такое, как по мне, очень глобальное событие. Особенно в понимании того, что они приедут, и у них ничего не будет. И им нужно будет продолжать с чем-то бороться. Угу. Что касается других страхов, помимо проявления инициативы, и как в воспитании это тоже где-то что-то нас ограждали от чего-то, да, постоянно. Там, здесь так не делай. Меньше давали проявить себя. Вам не хватает, или это другому поколению? Нет, это вот как раз к нашему. Чрезмерное оберегание, получается. Да. Угу. Это оправдано, как по мне. Через трансляцию любви мы приходили, вернее, посредством того, что нас действительно оберегали, да. Мы понимали, что нас любят. Да. Не то, чтобы мы понимали, мы этого, естественно, не понимали, но вот это вот ограничение в инициативе было, естественно. А страх нашего поколения быть непонятыми, наверное, и страх в отсутствии внимания, возможно. Учитывая современный мир, то, что
там все подводят под какие-то шаблоны, там, соцсети и так дальше. Молодое поколение наверняка это все видит, и возникает, возможно, такие страхи. Молодое поколение привыкло быть в центре? Оно требует... Я не думаю. Ну, говоря лично о себе, я к такому не привык быть в центре. Не, ну вы же высказали мысль, наверное, опираясь на какой-то опыт общения или наблюдения. Наблюдение. Больше наблюдения, исходя из вот этих тенденций, трендов и так дальше. Да? У нас есть соцсети, у нас есть Инстаграм, у нас есть там куча ТикТок и так дальше. Где мы в центре постоянно внимания. нужно быть, да, постоянно нужно быть как бы в тренде. Где-то выделиться, еще что-то, а как о тебе подумают и так дальше. То есть быть где-то на стороне, я думаю, не каждый хотел бы оказаться, поэтому вот. Понятно. Ну, несмотря на то, что мы любим говорить о себе, вы любите говорить о себе, несмотря на это, да, давайте все-таки поговорим про взрослых, да, про старших. Тимурбей, как думаете, старшему поколению уже пора уступать вам место или нет? Уступать нам место? Да. Обычно молодежь Давайте я спровоцирую таким вопросом. Вы готовы занять место Бекирага Мамутова? Нет, не готов. Почему? Потому что я хочу найти свое место. Я не готов занимать место кого-то. То есть, если этот человек находится сейчас, если, например, Бекирага находится редактором, то он редактор. И я не пойду, и я не скажу: Бекирага, ну все, вам пора... Стекло, да. Вы же понимаете, что это образно, да? Вы просто вот коллеги... Я вам точно так же отвечаю, что я хочу найти свое место. Я не хочу занимать ничего места. То есть у вас разные места со старшим поколением? Вы не претендуете на то... Абсолютно. Или оно не актуально абсолютно? Те позиции, которые они занимают, не актуальны? Они актуальны, но пока у нас есть старшее поколение, я считаю, что было бы неправильно и некорректно двигать их. Пока они готовы что-то делать, да, вот какую-то пользу приносить, работать, говорить им: все, ребята, вы уже отжили свое, да, отработали. Пора бы вам на заслуженный отдых. Подождите, давайте так. Это моральная установка или это просто вот рационально? Вы просто не пересекаетесь? Это и моральное, и рациональное. Ну, окей. Диляра Ханум, ну вы у нас специалист по главным чертам, да, по поколенческим главным чертам, да. Говорили о топчике вашего поколения главных черт, да. А теперь давайте 3 черты старшего поколения, характерные, которые вот, да. Ну вот я могу судить только с точки зрения нашего поколения, как мы ваш взгляд исключительно, на взрослых. Да. Но с учетом того, с кем я сталкивалась из наших деятелей, именно из старшего поколения, я вижу у них готовность помочь нам. Я сталкивалась только с готовностью помочь. То есть не было такого, что я спрашиваю какого-то совета у взрослых, и они: нет, ты еще не дорос или еще чему-нибудь подобное. Да? То есть это готовность нам помочь, болезнь за свой народ. Они очень сильно переживают вот любые встряски, и я вот это вижу. То есть они более... Мы более стрессоустойчивы, чем они, мне кажется. Потому что, возможно, из-за того, сколько всего они пережили. Говорят, что ваше поколение ранимое. Ой, не знаю. Ну, я ранимых очень мало встречала. Возможно, это черствые тогда. Я думаю, что это связано с тем, что ранимые все, абсолютно все. Вот в этом я абсолютно убежден. Но просто это связано с тем, что у нас есть какая-то установка не показывать слабость. То есть вот... У вашего поколения? Возможно. В принципе. У нашего народа, в принципе. То бишь это национальная черта. То есть мы держимся, да. Вот. Но когда ты начинаешь разговаривать со взрослыми, там начинается вот «нас на ларахалдах», и вот так вот пошло по накатанной. Но это из такого, что это должно быть, они переживают эмоции же нельзя просто закопать. И третье, наверное, безграничная самоотдача в своей работе, в том, что они делают, они вот профессионалы.
я не видела вот такого старшего поколения, вот представителей старшего поколения, которые бы делали, а бы как, вот сойдет. Нет, вот они чем бы ни занимались. Да, да, то есть они вот полностью в своей сфере, и они хотят сделать лучше. И если ты придешь к ним в эту же сферу и попросишь помощи, они просто направят тебе, дадут конспект, вот план действий вперед. Я слышала такое мнение от старшего поколения о том, что сегодняшняя молодежь – это серферы. Вы летаете по верхам, хватаете волны, летаете по верхам, не ныряете глубоко. Да, насколько это... Бывает. Бывает? Или это, наверное, в начальных поисках себя, возможно. Есть такой тип личности – сканеры. Они как раз-таки характеризуются тем, что интересуются очень многими вещами, и набираясь каких-то знаний, опыта в этой сфере, они теряют к ней интерес. Вот они и не хочется, не находят сил в себе погружаться вглубь. Но это не обязательно минус, это очень часто может помочь, например, человеку с аналитическим умом выводить какие-то общие понятия из нескольких сфер, а не из одной. А что касается, можно, если отмечу, старшее поколение. Вот я бы хотела добавить то, что они привыкли работать на износ. И я почему-то... Вот вы говорите о том, что они более чувствительные, а мы скрываем свои чувства, мы как-то больше привыкли, более молодое поколение, и как я, если я правильно вас поняла. То у меня, честно говоря, противоположное представление, потому что у наших старших, наших бабушек и дедушек, их жизнь и история связана с очень мощными травмами, после которых наши обыденные мелкие какие-то переживания кажутся просто незначительными. А в нашем поколении как раз-таки, мне кажется, привычней думать о своих переживаниях, высказывать их на публику, да, используя там свои блоги, обращаться к психотерапевтам и прорабатывать свои проблемы. Очень часто. Это уже не стало каким-то постыдным и чуждым для нас, а что недоступно для старшего поколения. Другая шкала ценностей. Просто иное видение. Может быть, просто у них не было шанса погружаться в себя. Если бы они погрузились в себя на фоне происходящего, они бы не выдержали такого стресса. У нас есть такая роскошь выбирать, чем мы хотим заниматься, выбирать, что мы хотим чувствовать и транслировать. Это роскошь? Выбор. Это большая роскошь. Для нас это данность, но если сравнивать поколения, это роскошь. Надирбей, как молодое поколение оценивает такой вот внутренний наш крымско-татарский дискурс, да? Каковы запросы друг к другу? Уточню, формула андабрлик, андатерлик, как она? Актуально, не актуально или не заморачиваются? Практика показала то, что каждый сам по себе это работает, и в ситуациях, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, мы объединяемся очень даже неплохо. То есть эта опция у молодежи включена? Да. Работает? Да, конечно. Внутренний дискурс. О чем молодежь сегодня рассуждает? Какая вот мы тут заговорили про шкалу ценностей. Что важно для молодежи? Наверняка реализация своя. Я сомневаюсь в том, что в большей степени нам важна полезность какая-то обществу. Потому что, говоря за тех, кто сидит здесь за столом, наверное, я подозреваю, что наши ценности совпадают в этом смысле. То, что мы хотим быть полезными для нашего народа. А в целом? В целом, мне сложно ответить на этот вопрос. То есть не все свою жизнь выстраиваются в соответствии с теми задачами и целями, которые ставит себе народ? Вероятно, что да. Есть мысли? Согласна, не все. Не все? Каждый живет своей жизнью? Это опять-таки от степени осознанности себя как нации. От чего эта осознанность зависит? Я считаю, что... Знаете, давайте так. Как случилось так, что у старшего поколения, которое было патриотично, которое было настроено на возвращение, которое ставило себе мега-цели, мега-задачи, вдруг выросло такое поколение, которое живет по каким-то своим правилам и интересам и не озабочено этими нашими национальными трендами? Это реально нонсенс. Но, возможно, вся наша жизненная ситуация, мы как-то
я не знаю, были лишения, да, но я как-то позже родилась и как-то сразу с комфортом. Извините. Нескромно. И как-то сразу с комфортом, и, возможно, лично моя ситуация, да, я сразу жила в местах компактного проживания крымских татар, у меня не было такого, чтобы я должна была отстаивать то, что я крымская татарка, и вот я имею право жить на своей родине. И вот оно как бы было данностью, я вот на своей земле, рядом мои же люди, мой народ, и мы как-то друг друга поддерживали, и не было такой нужды доказывать, копаться. А потом уже, когда ты сталкиваешься, вот 14-й год, собственно, нам показал, что мы должны знать, кто мы есть. Для вашего поколения это был стресс, да? Да, для нас был стресс, потому что что-то происходит, мы вообще не в теме, потому что мы не погружались в это. Ладно, там 2-3 человека, да, вот из 100 занимались там политикой или еще чем-нибудь, и мы вот с этим столкнулся весь народ. То есть все вот в одночасье стали политиками, все в одночасье стали экономистами, что же нас ждет, и все... Сейчас еще вирусологами. Да, сейчас вирусологами мы все стали. Да, и вот, наверное, тогда, вот 14-й год показал, что мы должны понять, кто мы. А если я скажу, что 14-й год вас сделал крымскими татарами, насколько это будет объективно справедливо? Мне кажется, это... Не могу согласиться. Тоже не соглашусь, пожалуй. Почему? Потому что нас делают крымскими татарами не события. Во-первых, то, что вы рождены ими изначально. Во-вторых, себя как крымского татарина. Каждый мог прийти к этому в разное время. И то есть говорить, что всех сделали... часть, да, действительно. Но ведь молодежь... сейчас оно более старшее поколение, старше нас. Молодежное движение было и раньше, и до 2014 года, и в 10-е, и в нулевые годы. И что, их 2014 год разве сделал крымскими татарами? Нет. Это самое-самое поколение. Я из поколения Крымско-татарского молодежного центра, еще это первая, да, такая молодежная организация. Так вот, нас тогда сделало возвращение. А вот что ваше поколение сделало? Вот об этом я. То есть самое-самое последнее, что сейчас... Если из последнего брать, да, действительно, из тех ситуаций, из тех триггеров, которые могли повлиять, да, действительно, это 2014 год. Это не делает нас крымскими татарами. Это в нас пробуждает, включает. Но если нет базиса, то ничего не включится. Ничего не включится. Абсолютно. Но если мы в семье, например, обязательно крымско-татарские песни, как минимум в детстве мы Эдипа Асанова и других слушали, и это же не просто вырвано из нашей истории. То есть мы без вот этого базиса, без фундамента не стали бы вот так активными политическими такими культурными деятелями. Ни за что. Мы бы продолжили, но произошло нечто, это печально, и дальше же бы жили. То есть если тот базис, да, то есть то культурное, историческое, политическое наследие, которое имеет крымско-татарский народ, если оно даже в пассивной форме присутствует где-то рядом, то рано или поздно оно включается. Да, в любом случае. Давайте продолжим эту дискуссию, Ильмаз Ханум, с вами. По поводу окружающего мира поговорим. Насколько он благосклонен крымским татарам и объективен, справедлив ли? Как бы вы ряд этот продолжили? То есть как ваше поколение видит окружающий нас мир, наш мир? В некотором смысле очень хорошо, что окружающий мир не так уж благосклонен к нам. В некотором смысле очень хорошо, что мы соседствуем с категорически противоположными нам народами. В культурном плане, религиозном плане. Культуры. Да, потому что есть довольно такая аргументированная позиция, что если бы мы жили рядом, например, с теми же турками, мы бы моментально ассимилировались. Различия культурное, религиозное помогает нам сохранять нашу идентичность. Это плюс. Минус — это, конечно, мешает нам жить в принципе. То есть... Аккуратнее. Нет, что тут такого? Я имею в виду, что нам порой сложно найти общий язык, объяснить, почему нам это важно, и это мешает.
И даже вашему поколению между это собой... мешает и, например, нашим детям, потому что нам очень важно, чтобы наши дети, я как молодая мать на этом зациклена, чтобы наши дети имели возможность не только дома расти и разговаривать на родном языке, но и заниматься образованием, например, в садиках, в школах на своем родном языке. Но, к сожалению, очень мало тех же детских садов, где могли бы преподавать, вести занятия на родном языке. Хотя нас, крымских татар, не так уж и мало. Это проблема извне или это все-таки наша проблема? Это комплекс. Если мы не достигнем того, чтобы внутри нашего народа стучали по столу и требовали: дайте нам язык. Хочу. Да, вот мы, даже не я хочу, а мы хотим. Да. Потому что мы должны каждый за себя, но в единый голос говорить о том, что мы этого хотим. Иначе, я столкнулась с тем, что, например, в группе детсадовской я начинаю поднимать вопрос национальных праздников, там еще чего-то, а другие наши товарищи, наши соотечественники, представители нашего народа, они не выступают так активно. Что мешает? Скромность, страх, что? Все вместе. Кто-то просто не привык отстаивать свое очень громко. Кто-то не готов столкнуться с проблемами, теми самыми организационными проблемами. Кто-то переживает за своего ребенка, как он адаптируется к другому, к обществу с другим языком. Это многогранная целый проблема. Комплекс. Да. Часто ли говорят об этом сегодняшнее поколение между собой, об этих проблемах? Уж как молодая мать, отвечайте на этот вопрос. Как раз-таки молодые крымско-татарские мамы обсуждают этот вопрос, что да, хотелось бы, но так как нет возможности отдать в чисто крымско-татарский, я имею в виду в сад с преподаванием на крымско-татарском языке, конечно, у тех, кого совсем нет выхода, и кто должен идти добывать еду, пищу, зарабатывать деньги, они вынуждены отдавать своих детей в русскоязычные сады. Соответственно, это очень подкашивает наш языковой фундамент. То есть ребенок быстрее схватывает русский язык, например, из-за того, что окружающие говорят на русском языке. Поле. Да. И мы сами дома говорим очень часто на русском языке. И вот эти усилия дома, разговора дома на родном языке, они рушатся на глазах. Каждый сталкивался с историей, что он разговаривал на родном языке до 2-3 лет, а потом все. Наши усилия нивелированы. К сожалению, это огромная боль. Это огромная боль. Надырбей, вы говорили про отсутствие, безинициативность молодого поколения. А насчет ответственности. Вот молодое поколение очень часто обвиняют в инфантилизме. Насколько это объективно, насколько это справедливо? Я вернусь к проблеме родного языка. Посредством этого перейду к вашему вопросу. Это, наверное, одно из сюжетообразующих событий нашего поколения, к которому я отношу родной язык. То есть не умение говорить на нем, не умение думать на нем. В первую очередь, наверное, нужно задаться вопросом, кому мы нужны вообще. То есть я подозреваю, что мы нужны только самому себе, и учитывая мой опыт, мою практику работы с детьми, я занимаюсь во многих поселках хореографии, народной фольклорной хореографии с детьми. То есть все зависит исключительно, как вы видите эту проблему. То есть мы можем сделать это самостоятельно, не в зависимости от внешних проблем, которые нас окружают, ограничений и так дальше. Нам не нужно разрешение, чего бы то ни было. Вот поэтому важно... Есть проблема инициативы. Просто нужно найти там определенный круг людей, которые готовы этим заниматься. Но без поддержки старших, опять же, возвращаясь к вопросу, готовы ли вы занять место старших, я скажу, что да, мы готовы, но если старшие займут место справа. Справа? Да. Рядом? Да. Но не впереди? Нет. Почему именно объясню. Так? Впереди. Давайте, да. Интересная мысль. То есть объясню на простом примере из строительства, учитывая то, что я еще занимаюсь строительством. Да, этому народу... Мы этот язык хорошо... Этот язык наш народ очень хорошо понимает. Объясню на простом примере. Вот из строительства у нас есть ракушняк,
и у нас есть газоблок. Газоблок это то, что к нам пришло уже в наше поколение. Да, то есть наше старшее поколение привыкло, больше консервативно и привыкло вот к таким традиционным методам, да. Я говорю условно. То есть многие не знакомы с этим материалом. Но это гораздо упрощает, менее трудоемкий процесс работы с газоблоком. Да? И то есть есть инновационные идеи, которые мы понимаем, которые старшие не понимают, они просто еще не поняли их привилегии. Да? И есть опыт в лице старшего поколения. Вот, то есть... Материал может быть новый, но вот кладка... Да. Это технология, это опыт, точнее, да? Да, вы правильно сказали. Вот, то есть одно без другого работы не будет. То есть мы, руководствуясь опытом старших и руководствуясь инновационными идеями, да, там, своим взглядом новым на ту или иную проблему или задачу, вот таким способом это будет работать. Интересная мысль. Самая главная аналогия интересная. Да, непонятная. Разделяете такой? Взрослое и старшее поколение должно быть справа, оно не должно быть впереди нас. Как вообще? Как наша диспозиция крымско-татарская должна быть? Я говорю, что мы готовы к этому. Да, действительно, тандем отличный. Готовы ли старшие? Это вопрос им. Да, это, наверное, вопрос им. Порой не готовы, поэтому мы должны это мягко объясняя, аргументируя, возможно, есть... Я слышу сомнения. Есть другая проблема. Проблема коммуникации и понимания друг друга. То есть те мысли, которые высказывает молодежь, не всегда понимаются старшим поколением. Это проблема коммуникации или понимания, собственно говоря, того дискурса, который есть у вас? Я думаю, что это в первую очередь проблема коммуникации, потому что в силу глобализации, за которой наше поколение хоть немножко успевает, а те, которые уже после нас, оно прям в ногу идет с ним, а старшие, к сожалению, не вполне успевают за тем, что мир глобализируется, и, соответственно, с глобализацией методы и подходы у нас меняются. А более старшее, почетное наше поколение, оно привыкло действовать другими методами. И, возможно, в какой-то степени его можно назвать совковыми, советскими. Менее продуктивными. Менее продуктивными, да. Совок, тождество, непродуктивность. Да, оно такое... Зацикливание. Ох, я чувствую, вы сейчас нарветесь, извините за сленг, нарветесь на критику старшего поколения. Да ладно, нам не привыкать, я думаю. Вынесете ли это вы? Проблем. Любое обвинение нашему старшему поколению в совковости, да, оно сразу такой вот на опыт национальный ложится, да, потому что как бы наше отношение к совку, оно совершенно конкретное, да. Вот, поэтому я и говорю, что... Но они не виноваты в этом, они росли в этом. Они видели такие методы, для них это привычно. Слушайте, и национальное движение... Оно тоже совковое, вы хотите сказать? Нет, вот это, кстати... Нет, оно абсолютно не совковое. Но я имею в виду в то, что поколение росло в то время, и волей и неволей какие-то психологические установки того времени приобретались, да. Ну, вот то самое плечо, да, о котором вы говорили, такая вот готовность поддержать, да, друг друга, это, наверное, это оттуда или это национальное качество? Ага. Скорее национальное, мне кажется. Потому что мы были брошены в непонятную среду, и вот только мы можем друг другу помочь. Ну, а как же известная история про тот анекдот про котлы, да, который бытует в крымско-татарской среде, что мы не даем друг другу права на успех. Есть такое. Это из минусов. Это из минусов?
Давайте, Ильмаз Ханум, не смущайтесь, Я не ждите. смущаюсь, я просто размышляю. И, откровенно говоря, мне кажется, готовность предоставить свое плечо — это как раз-таки не всегда национальное, к сожалению. Потому что мы очень часто сталкиваемся, что представители собственного народа ставят в палки, в колеса похуже других неприятелей, скажем, людей, которые недовольны какой-то активностью, деятельностью. К успеху мы относимся ревностно, да? Ревностно. Это порой хорошо, потому что мы готовы критиковать друг друга, то есть это может помочь нам стать лучше, изменить, что-то изменить, что не так. Если это не хейт. Конструктив, да, нужен. Конструктивная критика, она обязательна, но очень часто критика в народе, она базируется скорее на том, что мы чувствуем отличие от канона, и нас это очень сильно тревожит, потому что у нас есть большая проблема. Мы не знаем хорошо канон. Вот, допустим, тот же... Крымско-татарский канон. Крымско-татарский, например, национальный костюм. Он должен быть... Сначала мы должны выучить в теории, в идеале, скажем так, какой он был каноничным, а потом уже его пытаться изменить. Модернизировать. Да, привносить что-то свое, но при этом, понимаете, у костюма, у чего угодно есть не просто такой красивый вид, у каждой детали есть назначение и история, и смысл. Смысл, да, вот общий такой комплекс вот этих понятий, и когда, не зная вот этой глубины, начинаешь что-то перекраивать, можно потерять очень важное, очень страшно это потерять. И поэтому, может быть, уже многие знают, но я очень ревностно критиковала эти свадебные халаты с вышивкой на шлейфе, которая волочилась по полу. И это была моя критика. Она обоснована, но, возможно, кто-то воспринимает ее как хейт. Но в моем понимании я не могу промолчать, потому что все, кому не лень, начинают повторять это от незнания. Возможно, им кажется это красивым. Слушайте, когда Это входит мода. в моду, когда оно попадает в широкие массы, оно становится популярным. Не является ли одним из таких методов сделать свое, модернизировать свое, включить в обыденную жизнь какие-то элементы? Да, вот это делать нужно очень осторожно, и как минимум вот как раз-таки возвращаемся, справа должны быть старшие, те же исследователи, этнографы, которые должны подсказать, вот этого делать не стоит, вы нарушаете очень важное правило, например, в том же костюме или в чем-то другом. Да, например, если брать, просто рационально, логично, национальный орнамент имеет свои 2 даже трактовки, не одну, их как минимум 2, может быть и больше. И по всем этим трактовкам это что-то... Семейное древо тащится по полу. Это семейное древо, это душевное что-то, это национальное, и оно в пыли. И тем более, что раньше, по утверждениям этнографов, вышивка не была снизу вообще, она была сверху. И это тоже имеет значение. Почему? И вот эти вопросы, те же люди, которые модернизируют, они сначала должны задать себе вопрос, почему было так, а потом размышлять, можно ли это менять. Еще одна тема, да, или подтема, которую я хотела бы проговорить, но начать ее я хотела бы со строк стихотворения Динары Аджиевой. «Не буду тебе ребром, от меня ни ужина, ни веселья». Давайте поговорим о семье. Насколько представление о семье вашего поколения отличается от представлений предыдущего, старшего поколения? Диляр Ханум. Давайте рискнем на эту тему. Знаю, что, возможно, я могу резко сказать, поэтому я постараюсь не так резко говорить. Я родилась в максимально демократичной семье. Вот просто максимально. Мне вообще нигде не ставили палки в колеса. Я училась там, где я хотела. Вообще не стоял вопрос, ты пойдешь туда и все, там будешь юристом или врачом. Нет. То есть то, что я хотела, я рассказывала родителям, я доказывала то, что я серьезно этого хочу, то есть, например, изучать что-то, да, и все. И родители только помогали. У нас во многих семьях, и у моих родственников в том числе, есть вот это, тяжелое слово, тирания, но как-то вот полегче, если можно сказать. Авторитаризм. Да. И вот получается желание контролировать полностью своих детей. Понятно, это ты хочешь лучшего для ребенка, но в какой-то момент тебе нужно открыть уши и услышать его. Я очень много слышала историй даже тех же
Мне пишут музыканты, когда я пишу о том, что мне нравится там играть на скрипке и так далее. Мне пишут, вот я отходила в музыкалку, для меня это было страдание. Я спрашиваю, почему? Вот у родителя была идея фикс. То же самое... Нереализованные их мечты. Да. У врачей очень многие, вот, нам нужны хорошие врачи. А то, что хочет твой ребенок, ну ты послушай. Лучше пусть пойдет на врача тот, кто стремится. Он и станет лучшим врачом, потому что он заинтересован в этом. То есть я считаю, что в наших семьях вот должно быть... Вас редко слышат? Коннект, да, чтобы родители могли слышать, а дети могли не так резко реагировать. То есть я знаю, что очень многие там могут поссориться очень сильно. Нужно как-то полегче доносить. И вот когда... Берегите чувства родителей. Да, их нужно реально беречь. То есть они тоже непростую жизнь прожили. Надирбей, кто в доме хозяин? Сложный вопрос. Ну, Сложный. В плане, если брать пример старшего поколения, то, по идее, должен быть мужчина. Да? Но это я не могу так разделить. Да, традиция старшего поколения, но я не могу так разделить прям вот, что вот... Да, в любом случае какие-то определенные там вопросы, которые касаются мужчины, они за мужчиной. Касаются женщины, они за женщиной. Наверное, это обесценит труд женский и так дальше. Но мужчина есть опора, женщина есть тепло и уют. И одно без другого не будет работать. Глава этого... Вот эта формула про уют и опору, она вот настолько актуальна и сейчас? Конечно. У меня есть ощущение, что границы стерлись. Или стираются, и не стерлись. Нет, это я, конечно, Ну, слишком. это вы, наверное, с точки зрения вот своей женской говорите. Границы стерлись для нас. Для мужчины уют очень важен. В этом смысле. Тимурбей, ваш мужской взгляд, вы также видите наше женское пространство? Ну, я согласен с тем, что уют для мужчины в любом случае важен. А для женщины не важен? Я думаю, тоже важен. Это вам лучше знать, я думаю. То есть все-таки уют – это епархия женщин? Нет, я думаю, что сейчас действительно, опять же говорю о тандеме, без которого... Вот есть велосипед, например, вот двухвесельное патриархальное прорывается. Каноэ, да, например. Да. И вот без второго человека это уже это будет не тяжело. Поплывет. Она не поплывет, действительно. И то есть, если один человек плывет в одну сторону, а другой пытается грести в другую сторону, абсолютно то же самое будет. И поэтому нужно понимать то, что семья – это в любом случае это союз. Хорошее высказывание. Женская половина нашей дискуссии. Что вы скажете? Масханум, у вас уже есть опыт. Как вы решаете эти вопросы? Кто впереди в лодке? Вообще, это очень сложный вопрос. Это понятное дело. Вы меня застали в момент размышлений как раз. Это размышления, которые сопровождают меня всю жизнь вообще. Но когда выходишь замуж, это становится еще более актуально. Мы не должны забывать общечеловеческие принципы. То есть, кроме того, что мы крымские татары, мы люди. И во все времена где-то доминировала женщина, где-то мужчина. Просто кто-то это успешно скрывал, кто-то так успешно и командовал. Есть крымско-татарские сказки, где женщины командуют мужчинами. Есть другие сказки, где мужчины-герои спасают женщин. То есть, конечно, в нашем народе принято, что у нас патриархат, у нас доминирует мужчина. Трепетно и нежно заботьтесь о женщине. Вот. Но мы должны признать, что женщины – это очень сильная часть населения. Вспомним, как мы все таскали кирпичи, когда нужно было строить дом вместе. Замечательная история моей соседки, которая во время период захвата участков, она с кувалдой впереди бежала. Возврата, да, это верно. С кувалдой впереди бежала и сама построила дом, отштукатурила, отшпатлевала, положила кафель и так далее. То есть женщины, особенно когда это нужно, они сильны.
Конечно, мы нуждаемся в том, чтобы нас поддерживали, но очень важно не забыть вот о тонкой грани между заботой и поддержкой и доминированием и вот пассивной агрессией и ограничениями, потому что этим тоже в наших семьях очень грешат. И, к сожалению, в наших семьях грешат такой неприятной, очень болезненной темой, как домашнее насилие. Это тоже есть, это, но об этом тоже нужно говорить. Не стесняйся. Абсолютно нет. Но при этом не считать это нормой. Вот у нас, так как кто-то доминирует, и это не обязательно мужчина, кто-то доминирует и может как раз-таки показывать свои агрессивные черты, это может считаться внутри семьи нормой, но это не так. Это не правило. И уж тем более не крымско-татарское правило. Абсолютно нет. И это нужно искоренять в начале отношений. Вот это же романтизируются абьюзивные отношения. И вот знаете, у нас в народе считается, что если там ты куда-то пошла с подружками, и он каждые 20 минут тебе звонит, где ты, он переживает за тебя. Это же такая забота. Да ничего подобного. Он просто патологический ревнивец, который вот в итоге это все выльется в такое вот домашнее насилие и тиранизм. Это всегда так? Не всегда. Просто нужно воспринимать звоночки. Возможно, можно поговорить с человеком, донести. Может, он так воспитан, что он хочет... А вообще, давайте вот так вот немножечко остановимся на доверии. Насколько в молодежной среде, среди молодежи вот работает вот эта вот опция доверия? Надирбей, работает? Я думаю, да. Ну, у нас же как, складывается все из... Есть ценности, которые объединяют определенную ячейку там, общества, да? Мы делимся вот на такие ячейки, и доверие, в принципе, работает. В глобальном смысле, исходя... Ну, смотрите, смотря как к вопросу подойти. То есть, какая задача стоит. Если объединиться вокруг какой-то трудности, то есть мы это делаем легко. Доверяем друг другу, да, очень даже хорошо. То есть мы понимаем, что если вот завтра будет какая-то проблема, и мы... Один на один не останемся. Да, это 100%. Угу. То есть... А в других случаях? Когда мы не объединяемся против чего-то, когда мы объединяемся ради чего-то. Молодежь способна... Объединяемся ради чего-то? Вот вопрос. Объединяемся? Мне кажется, нет четкого, да, чего-то впереди, к чему объединиться. Я думаю, что... Ну, во-первых, наверное, каждый человек хочет достичь какого-то успеха или еще чего-то, и каждый стал... Это, наверное, будет немножко грубо звучать, но все же единоличником. Индивидуалистом, Индивидуалистом, да. Как насчет достижения успеха нации, за счет достижения успеха каждого из представителей? Это работает, да, но это работает, когда этого индивидуального человека, кто-то поддерживает, да, то есть у нас есть актеры известные, у нас есть известные там исполнители, певцы, да, которые там, ну, например, Джамала. Ученые, да. Медики и так далее. Но это не работает, когда свои же коллеги вставляют палки в колеса. Мы опять говорим про внутренний дискурс. И, ну, действительно... И в то же время, когда непрофессионалы говорят о том, что вот здесь он там плохо сыграл или плохо спел, или еще что-либо. Да, обесценивание, запрет на успех – это наша реальность крымско-татарская? К сожалению. Да? Это есть. Ну, давайте подытожим эту тему. Я вот вам всем задам такой вопрос. Для молодежи семья – это союз для воспроизводства или все-таки такой своеобразный нетворкинг? Сейчас, мне кажется, нетворкинг уже больше. Да? Да. То есть задача... Любимая формула крымско-татарская – дёрт брызных хуртараджах. Мы в последнее время очень часто о ней вспоминаем. Для молодежи она актуальна? Я думаю, что она больше для старшего поколения актуальна. Зависит от, в том числе, религиозности. Возможно, да. Это очень важный момент. Я хотела отметить и забыла, когда мы говорили о семье, кто главный и так далее. Очень большой процент молодежи становится все более религиозным. И это как плюс, так и минус в некоторых моментах. Но вот... Что касается также дёрт на кутураджах, очень часто именно религиозные семьи
машаллах, впереди. Вот. Но вы знаете, у меня есть брат, у которого 5 детей, и я восхищена тем, как они каждому ребенку уделяют внимание воспитанию, имею в виду. То есть это не просто нарожали кучу, и друг за другом они смотрят, а каждым занимаются в отдельности. И поэтому, да, мы сейчас... Семьи очень многие стараются более так размеренно относиться к тому, чтобы заводить еще одного ребенка и еще одного ребенка. Тем более сейчас уже все-таки есть понимание у женщин, что не нужно, знаете, вот это делать все на износ, потому что как бы счастливая мама, счастливый ребенок. Да. Есть такая, но это, к сожалению, не всегда работает, но все же. Благо есть люди, которые готовы к еще детям, еще к увеличению семьи. И, в принципе, мне кажется, что нужно держать это в уме и, возможно, даже стремиться к этой цели с очень важной оговоркой, чтобы мы обязаны заниматься собой, психологическим своим здоровьем как минимум, и своими детьми обязательно. Быть внимательным к каждому из них. Тогда это будет хорошо работать. Если будет это только количество, качество будет очень сильно страдать. Нам нужно качество. Хотя многие не согласились бы, сказав, что качество будет после количества. Но я согласен с этой теорией, да. Количество, качество — это не так работает. То есть нужно соотносить. Ну и прежде чем мы перейдем к блицу, я бы хотела закончить наш разговор вашей же фразой. Победы не навсегда. Нам нужны новые победы. Нам нельзя идеализировать прошлое. Итак, блицы. Надирбей, нам необходимо единство всех или ответственность каждого? Ответственность каждого. Саунс. Диляра Ханум. Коллективное или индивидуальное? Коллективное. Тимурбей, наследовать или создавать? Создавать, помня о наследии. Ильмаз Ханум. Для нас важнее качество или количество? Как я говорила, качество прежде всего. Саунс. Это был проект Меркес. До новых встреч в новых выпусках.